Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Пшара. В Абхазии официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Коронавирус обнаружен у пациента, который накануне был доставлен в Гудаутскую ЦРБ. Подробности в сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Добрый вечер, уважаемые граждане Республики Абхазия. Сегодня наша бактериологическая лаборатория Республиканской санитарно-эпидемиологической службы официально подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией у нашего гражданина, жителя города Гагра. Это один из 18 пациентов, которые были сегодня протестированы в бак-лаборатории. 17 отрицательных результатов, 1 положительный. Речь идет о том, что больной поступил вчера в Гудаутскую центральную районную больницу с симптомами острого респираторного заболевания, схожего с коронавирусной инфекцией. Лабораторно он подтвержден. Состояние данного пациента на сегодняшний день расценивается как относительно удовлетворительное. Он получает весь необходимый курс противовирусной терапии, необходимый и утвержденный на сегодняшний день Министерством здравоохранения в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Хочу подчеркнуть, что данный положительный результат, он нами был ожидаемым, поскольку очень высокий процент пересечения государственной границы с разных регионов России, прежде всего с города Москвы, где на сегодняшний день отмечается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Мы неоднократно говорили о том, что необходимо принимать очень жесткие меры, не выходить из дома, не общаться в массовых скоплениях коллективов и других мероприятий, выходить только по крайней необходимости в аптеки, продуктовые магазины, в больнице при наличии соответствующих показаний. Очень важно, еще раз обращаюсь, сохранять режим самоизоляции, поскольку на сегодняшний день по всем экспертным оценкам рост заболеваемости будет прогрессировать буквально до конца апреля месяца. Это данные и Роспотребнадзора, и Всемирной организации здравоохранения. Учитывая вышеизложенное, исполняющий обязанности президента сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. И сегодня в 0 часов будет закрыт въезд в Республику Абхазия по государственной границе ПСОУ. Эти меры крайне необходимы, поскольку мы видим ту ситуацию, которая сегодня складывается в сопредельных территориях, и мы должны принять все необходимые исчерпывающие меры для того, чтобы максимально постараться не допустить распространения инфекции в нашей стране. Конечно, на сегодняшний день все необходимые государственные структуры проводят необходимые мероприятия по локализации очага инфекции. И эти мероприятия будут продолжаться до периода введения карантина. Еще раз обращаемся к гражданам строго выполнять рекомендации Министерства здравоохранения и Межведомственного оперативного штаба. В Республике Абхазия подтвержден первый случай заражения
человека коронавирусом COVID-19. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия сегодня подтвердило, что первый случай заражения человека коронавирусной болезнью 2019 COVID-19 в Абхазии был зарегистрирован в городе Гагра. Больной госпитализирован и изолирован. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Пациент прибыл из города Москвы, где был в командировке. Пациенту оказывается медицинская помощь в полном объеме. Квалифицированным персоналом и специальным оборудованием Гудаутская больница обеспечена. Соответствующими службами Республики Абхазия проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Помимо этого, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия через территориальный СЭС проводится углубленное расследование для получения всей соответствующей информации и отслеживания контактов для определения, есть ли еще зараженные и заболевшие. Данный случай коронавирусной болезни не был неожиданным в нашей стране, и в будущем мы можем быть свидетелями большого количества случаев заражения, так как жители нашей страны чаще всего пренебрегали теми требованиями, которые озвучивались в документах Кабинета министров, актами президента Республики Абхазия, приказами Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Не исполняли требования находиться дома и на самоизоляции всем, кто вернулся с городов и стран, где зарегистрировано заболевание коронавирусной инфекцией. В настоящий момент Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия принимаются все необходимые меры для выявления и тестирования подозрительных случаев, для оказания помощи зараженным, обеспечения мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса с целью максимально уменьшить передачу от человека к человеку и для оповещения общественности. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия напоминает всем, кто недавно посетил страну или город, в котором зарегистрированы случаи COVID-19, и у кого поднялась температура и появился сухой кашель, позвонить по телефону горячей линии и сообщить необходимые сведения о необходимости оставаться дома, а при необходимости в тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия ежедневно будет размещать любую новую информацию на сайте Министерства здравоохранения по COVID-19. С 0 часов 8 апреля по 20 апреля 2020 года государственная граница по реке Псу будет закрыта для всех категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. Запрет не касается работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих погрануправления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы. Кроме того, пересекать границу смогут водители транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки. В России за минувшие сутки было выявлено 1148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день количество инфицированных составляет 7499 человек. Из них 502 выздоровели, 61 человек умер. Больше всего заболевших в Москве, соседнем с Абхазией, Краснодарском крае за последние сутки подтверждено еще 11 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в крае достигло 61. В связи с пандемией коронавирусной инфекции многие граждане Абхазии нуждаются в психологической помощи. Некоторые люди не могут самостоятельно справиться со страхами и паническими настроениями. На номер 0404 горячей линии оперативного штаба поступает множество звонков. Мы связались с психологом и получили ответы на интересующие вопросы. В это непростое время люди по-разному воспринимают сложившуюся ситуацию с COVID-19, с коронавирусом. У некоторых оно вызывает чувство беспокойства, у некоторых оно умеренно, а у некоторых даже доходит до панических реакций. Кто-то не верит в сложившуюся ситуацию. На самом деле в таком состоянии часто особенно тяжело вынести осознание того, что нет действий, выполнив которые можно быстро все исправить, вернуть привычный уклад жизни,
и это сопровождается ощущением бессилия. Однако есть небольшие, неважные с виду действия, которые на первый взгляд кажутся малозначимыми, но в действительности медленно, шаг за шагом помогают найти выход из положения. Давайте вспомним, какие небольшие ежедневные дела могут делать каждый из нас. Чаще мыть руки, избегать прикосновений к лицу, стараться уменьшить число контактов с другими людьми, избегать публичных мероприятий. Для всего этого помните, что вы не просто выполняете рекомендации ВОЗ, вы вносите в свой очень важный вклад в преодоление эпидемии. Сейчас в это непростое время очень важно бережно относиться к себе. Не ставьте себе высоких целей. Скорее всего, продуктивность будет она снижена в наше такое время. Но это нормально, так как большая часть наших ресурсов уходит на то, чтобы успокаивать себя. Даже если вы это не замечаете, но настороженность, контроль за соблюдением более жестких правил гигиены, постоянного внимания к здоровью, они утомляют. Поэтому сейчас чрезвычайно важно ни в коем случае не обвинять себя, если вы обнаруживаете, что что-то привычное стало трудно делать, а наоборот, посочувствовать себе, позволить просто пережить этот период. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за себя, за близких. В повседневной жизни мы часто не замечаем и воспринимаем как должное то количество общения, которое у нас есть. А в момент вынужденной изоляции, как сейчас, это воспринимается особенно остро. И поэтому в это неспокойное время мы все по-разному реагируем на запреты. Некоторые могут смириться проще, другим сложнее. Необходимость не выходить из дома действительно является очень существенным ограничением и расценивается некоторыми людьми как покушение на их свободу, что может вызвать такой протест. Переживать эти ограничения и принимать их помогает понимание смысла ваших действий. Вы не просто сидите в четырех стенах, вы делаете важное дело для всего человечества. Боретесь с пандемией, замедляя ее распространение и помогая выжить многим людям, включая ваших родных и близких. Это, конечно, непросто, но в наших силах. Вместе, шаг за шагом, можно преодолеть многое. А для тех, кому тяжело, конечно, всем нам в нелегкое время, на самом деле не могут позвонить на горячую линию 0404 и получить психологическую поддержку. Артам шкурзабхара квахигалазаку юнатураз губцазрзаку хахтнакалаги джау арацу хоялаги. Акупя джирмеги джаку зараракаги гулия имеду агана хилах хахтра тыбкурджа ауарацу. Асиб шииқу атагалазаша вабсыр архата яхырхауа. Дениз гиргебха шижнаци язлархязан замтач. Иахьа Аҟәатәи аҷырмыкьа акарантин аныҟамызтәи аамҭа угәаланаршәоит. Ахәаахәҭра рҭыԥқәа рҿы ауаа рацәоуп. Амашьынақәа ракәзар, урҭгьы шәыла иабоит, изеивысӡом. Аџьармыкьа Аԥну амҩаҿ ахәаахәҭра рҭыԥқәа зегьы аусыруеит. Асабараҭ зҿо дубап. Аха изҿам еиҳагьы рацәаҩуп. Ахәаахәҭыҩцәа излазгәарҭо ала, аусура иҭымҵыр ада ԥсыхәа рымам. Ажәлар гәаҟот, иҳамам аположение. Ҳхәыҷқәа џьабаџьабаны смаҭа аквартираз ирышәот, еибашьыз зегьы ауҭахқәа рымаӡам. Сара суплемянник ԥшьык ахәыҷқәа имоуп, жьоукны смаҭа ауҭахаз дишьот. Сашьцәа хык, инвалидцәа, два одно имя, другой, все с наградами. Иҟам Аԥсны убри аԥсҭазаара иахьатәи аамҭа абра ҳмаар, ҳтәан жәамыш, ача злахәоз ҳамаӡамызт. Ҳара ауаа ҳрылалан зыԥсҭазаара бзиоу акәуп абра, урҭ аԥара ирымоу ҳара иҳамаӡам. Иахьа абра ҳаан азелен абри стер, жәапучок азелен стер иахьа ҩ-булкак ачахәан изгот. Насгьы ҟалап. Ари уажә ҳара ҳҭыҵит ҳәара, зегьы ақыҭауаароуп иқәгылоу. Абрак ахәан ишьҭиуа аӡәгьы дыҟаӡам, рызынтәык ақыҭауаа. Тоже 4 детей, я понимаю, да, карантин. Но как сидеть дома, скажите, пожалуйста. Они помощь получают, а где эта помощь? Нету никакой помощи. Поэтому что делать? Мы дома не можем сидеть. Очень трудно выживать.
Поэтому вот нас предупредили, но мы завтра все равно придем сюда, потому что дети нас дома ждут. Акарантинаҿ аҩнатәарарцәуа даҩхеит абиуџьет иҿкаарақәа рҿы аус зымуа ауаа. Ахәаахәҭра знапалақәа ауаа рзы ари еиҳагьы иԥышәара духеит. Ҳхәыҷқәа ныҟәызгода, акраҳҿазҵода, араҟа ицәырҵуа азҵаарақәа маҷӡам. Даҽа џьоук рзы акоронавирус ашәарҭара аанарԥшӡом. 11 дней рынок не работает, у людей все растет, все портится, вы понимаете? Поэтому, если этого коронавируса у нас в стране нету, какая необходимость сидеть нам дома? К нам никто его не завезет. Если границу не перейдет человек с коронавирусом, у нас его не будет. Авирус иаанарԥшо ашәарҭара амассатә информациа хархәагақәа рҿы иахьеиуаха ирҳәоит, ирацәоуп аинформациа уи ауаҩы имыхьырц иҟаиҵашазгьы. Зегь раасҭа иџьоушаша асанитартә нормақәа рықәныҟәара иахьа џьоукы-џьоукы ахьаҿхьаҵуа ауп. Зыӡәӡәара амуа алыҵқәа хҩаӡамкәа ирҭиуеит. Не накрыты, не успели накрыть, только вынесли. Сейчас накроем, это не вопрос. И сегодня не дело об этом орехи. Абри ижәпа ахәаахәҭра ҭыԥқәа зегьы ацыган ҳәсақәа ықәгылоуп. Аӡәгьы изимаӡаӡам ахәыҷы рацәа змоу милаҭны ишыҟоу дара ихәыҷаахаз ҳтәылаҿы шамахамзар, ахәаахәҭра шакәу рнапы злаку. Вы все дни торгуете во время карантина? Пришли, конечно, на хлеба же торговать, детям кушать, покупать. Рынок закрыли. Как нам жить? Надо нам... Сколько деньги? Россия, Америка... Россию. Путин России каждым пенсионерам начислил деньги. Детям тоже. А нам никто ничего не дал. Что дома буду сидеть, мои дети с голода умрут? Что на реке веду? Заражусь и своих семью тоже заражу. Атирахь ицәырыргеит акәтаӷь шәыгақәа мшаԥы зырԥшӡо амаҭәахәқәа. Ирҭиуа унахәаԥшлак ауаҩы ус игәы иаанагар ауеит абри абыржәы иааумхәар ада зда ԥсыхәа ҟамтауарума ҳәа. Аха дара рзы ари ача злаархәаша хәаахәҭроуп. Акарантин иҽырнаго апроблемақәа рацәахеит. Ауаажәлараҿы џьоукы ус рҳәоит ҳара аҩны атәара ҳгәы ԥҵәеит ҳәа. Аха иахьа аџьармыкахь ицәырҵыз ауаа рзы ари чафагак иаҩызахеит. Иҟоуп даҽа гәаанагаракгьы ари авирус Аԥсны иқәнагалаӡом ҳәа. Убри ааны иаҳзааигәоу Урыстәылатәи Афедерациаҿы ҳара иаабоит ари авирус шхьамҵыц. Нас иашоума иахьа авирус ҳара ҳҿынӡа иааӡом ҳәа аҳәара. Дениза Гергиев-ԥҳа, Руслан Орлов, Аԥсуа телехәаԥшра. Республика районқәа зегьы рҟны еиԥш Тҟәарчалгьы ачымазараҿы ԥырҟәаразы ԥҟарақәа ирықәныҟәоит. Убри анаҩс иахьа инаркны Аԥсны Жәлар Реизара адепутат Умар Џьынџьал иаԥшьгарала социалтә ҭагылазаашьа уадаҩу ауааԥсыра афатә рызшара иалагеит. Ажәабжь иациҵоит Даурен Аԥшьба. Аԥсны Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганбеи усԥҟеи ачымазараҿы аԥырҟәааразы аоператив штаб аӡбамҭа инарықәыршәаны Тҟәарчал ақалақь уахьалало аҭыԥ аҟны еиҿкаауп агәаҭарҭа ҭыԥ. Араҟа иҷаԥшьоит аҳақьымцәеи аҭагылазаашьа ҷыдақәеи аҩнуҵҟатәи аусқәеи рминистррақәа рхаҭарнакцәа. Ақалақь ашҟа ицо автомашьынақәа зегьы аанкылан ирҭатәоу ауааԥсыра ршора аҭагылазаашьа зеиԥшроу гәарҭоит амедицинатә еиҳәшьцәа. Ачымазараҿы аҭагылазаашьа ҷыда рылаҳәоижьҭеи араҟа зшора шьҭыҵны иҟоу аӡәгьы далрымкааӡац. Араион Ахада инапынҵақәа назыгӡо Виталий Куцнеи ихантә аҩрала иаԥсоуп аоперативтә штаб. Аҩасаҽны имҩаԥысыз уи аилатәараҿы инарҭбаан иалацәажәеит араион аҟны аҭагылазаашьа зеиԥшроу. Анцәа иџьшьаны макьана ачымазараҿы зцәа иалоу Тҟәарчал араион аҿы дыҟаӡам. Ус шакәыз шьақәдыргылеит араионтә хәышәтәырҭа алабораториа аусзуҩцәа. Дара ражәақәа рыла зшора ҳаракны игәарҭа зхҭикәа ауааԥсыра ачымазараҿы рцәа иалаӡам. Уи еилызкаауа аҳақьымцәеи амедицинатә еиҳәшьцәеи аҽазыҟаҵарақәа ирхрыжьхьеит. Аҭагылазаашьа ҷыда аамҭазы иаҭахуп ахымҩаԥгашьа ҷыда. Убри анаҩсгьы ауааԥсыра ирҭахуп ацхыраара. Абри ҳасаба зуноуп Тҟәарчалаа зсоциалтә ҭагылазаашьа ԥсыҽу афатәи ажәтәи рызнагара зеиҿыркааз. Тҟәарчалаа аҷкәынцәа еибго иҳамоу ҳаизан ҳаицәажәеит ԥсыхәас иамоу иҟаҳҵари, ишԥаҟаҳҵари, ҳажәлар Тҟәарчалаа ҳашԥарыцхраари ҳәа бас ҳхы ааилаҵаны ҳаицәажәаны убҩыза ԥҟара шьҭаҳхит. ҳрыҳәарц абри афонд еиҿыркааз аԥара еилаԥса Аԥсны предпринимательцәа иҟарҵаз ала абрахь аҳәара ҟаҳҵеит. Сара депутат ҳасабла шәҟәы рзызҩит зегьы аҷкәынцәа рыхьӡала. Ахаҵгылара сзыҟарҵеит. Ус бызшәала иҳәозар мы вместе ҳәа движение иҟоу абарҭ даара цхыраара ҳзыҟарҵеит рбзоурала. Иаҳхәеит
афатлых, ирацәаны иҟоуп, ижәи-ԥшькьыла ауп аӡәы иқәшәо афатә, убри аӡәы ҳәа иаҳаԥхьаӡо иҟалеит ԥшьышә-ҩынҩажәба ҭаацәаракы иҟоуп Тҟәарчал ақалақь иахьа иқәынхо абжа аиҳара. Ҭоуп ҳәа расҳәар сҭахуп, иаазгаз Анжела дыҟоуп Кәарҷиа, Алҭар иоума, Ламиа, Лаврик иоума, Мқәаб, абарҭ зегьы иҳавагыланы абра аџьабаа дуӡӡа рбеит, убарҭ рыбзоуралоуп иахьа абри ҳзаҿу. Гуманитартә цхыраарак аҳасабала Тҟәарчалҟа инарго афатә ауааԥсыра ирзыршоит аҿар аволонтерцәа. Иазгәаҭатәуп аҩнаҭақәа рышҟа ишнарго еиуеиԥшым афатәқәа. Килока картошка стаҳҵот, килока чешыла, килока џьымшьы, килока шьақар, агречка килок, азет, аҟәыд, баҵегь рхқәаҳҵот. Помидор. Аҭагылазаашьа ҷыда азы ареспублика зегьы аҟны еиԥш Тҟәарчал ақалақьи араиони иахьрыҵанакуа аус руеит афатә ҭирҭа адәқьанқәа. Аус ауӡом Тҟәарчалтәи аџьармыкьа хада ауааԥсыра рцәаҩны ҭыԥк аҿы имнеирц азы. Адәқьанқәа рҟны акәзар еиҳарак ауааԥсыра иаархәо ача ауп. Иҟоуп убригь уалла ианырго. Иаархәот ача. Агьи уалла ираҳҭоит. Ирымаӡам ауааԥара. Апенсиа ааиаанӡа уалла ираҳҭоит, нас апенсиа анролак иршәо апенсионерцәа. Иааидгылан уажәазы Тҟәарчал ақалақьи араиони иахьрыҵанакуа аҭагылазаашьа ҷыда азы аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәоит. Даури Наԥшьба, Давид Ҳашыг, Аԥсуа телехәаԥшра. Иахьа қьырсиан-динхаҵаҩцәа иазгәарҭоит аныҳәақәа хадақәа ируаку, ицқьаӡоу, нцәа-дзыхшаз ажәабжь бзиа лзаагара амш. Ари амш аҽны ишаԥу еиԥш уажәаԥхьа адинхаҵаҩцәа ауахәамақәа ирҭаауазҭгьы иахьа иҟоу ачымазара ҽкаламырҵәаразы адунеи аҿы ауааԥсыра ауахәамақәа рҭаара аанкылоуп. Убас шакәугьы ари аԥҟарақәа хьаас имкакәа ауахәамақәа рҿы имҩаԥысуа анцәа имаҵзурақәа ирҭаауа рхыԥхьаӡара маҷӡам. Иахьа Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы анцәа имаҵзура мҩаԥигеит Аԥсуа иашахазартә уахәама аиҳабы Аб Басариан Аԥлиа. Иахьатәи амш агәырӷьаҿҳәа, агәырӷьара, агәы зырӷьо, агәы ихәны иҟоу изырӷьо ажәа илаҳаз дныҵашшы дцеит инлаҳа. Уара сара бышԥасоуо, аԥа, сара хаҵа сыздырӡом ҳәа илҳәоз ажәа иану, ари аҵакы ҳаракуп дараӡа. Абри алагьы убаратәы иҟоуп ҳазшаз, ҳзишаз, ҳазшаз иара ибжьы иргоит ажәҩан аҟынтә арахь адгьыл ашҟа. Абас шыҟаз абри шәизыӡыр, абри сара сԥа, абри иоуп сара сылԥха злоу. Алԥха, анцәа илԥха злоу, анцәа илԥха зегьы ишәоуо агәы рӷьара дуӡӡа шәҽалархәны шәҟаларатәы анцәа иҟаиҵааит. Раԥхьа иргыланы, ауаҩытәыҩса еиликаароуп ҳазшаз дшыҟоу. Ҳазшаз, изишаз ажәҩан, адгьыл, иаҳбогьы, иаҳамбогьы, иара иԥҟара, зегьы аԥҟарақәа реиҳа ишеиҳау. Аԥҟара иԥҟаны иҟоуп, ишәаны иҟоуп, абри ахәарҭа злоу ажәа бжьы, бзиа ишәаҳуо, ҳаицгәырӷьап, иахьа абри инлаҳуаз лара илзеилымкаар ҟалон, ауахәамаҟны дымнеиуазар, илмаҳацзар, ажәабжь бзиа аамҭала ишыҟало абри иара иҳақәиҭу Христос дышиҩуа. Ахаҵа игәаԥхара шалху, ԥҳәыс лгәаԥхара шалху, аԥсыцқьала ииуа, аԥсыцқьала иҟало, ари даараӡа иаҳау гәырӷьарас иҟаит. Абри алагьы убаратәы иҟоуп ауаҩытәыҩса иара ишидикылаша. Абри аиаша хаҵара змоу ақьырсианцәа, аиаша иҟоу акы зегьы ахаҵара ҳалшо анцәа иҟаиҵааит.
Кризис бизнеса и предпринимательства в целом – один из рисков, которые необходимо предусмотреть в условиях карантина. Согласно со статьей 62 Конституции Абхазии, для поддержки малого и среднего бизнеса в период действия чрезвычайного положения на территории республики обозначены определенные меры. Декрет, предусматривающий их реализацию, 2 апреля подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Позднее было подписано отдельное постановление об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины на определенных видов товаров. Помогут ли подобные послабления налоговой дисциплины бизнесу? Амелия Бисмарк разбиралась в теме. Декрет о поддержке малого и среднего предпринимательства подписан с целью минимизации негативных экономических последствий в период чрезвычайного положения. В рамках документа этой весной предусмотрены определенные налоговые послабления. Принят декрет о мерах поддержания субъектов предпринимательской деятельности, в которой речь идет об освобождении от уплаты налогов категории налогоплательщиков, уплачивающих налоги на специальном режиме налогообложения и патентной системе налогообложения. Согласно декрету освобождаются от уплаты налогов на период с 1 апреля по 31 мая, то есть это 2 месяца. Хочу отметить, что это самая многочисленная категория налогоплательщиков. Естественно, это повлечет за собой недополучение определенных сумм налогов по итогам 2 квартала. Опасения по поводу ухудшения экономической ситуации в стране высказывают и представители торгово-промышленной палаты. Меры, предусмотренные в декрете, положительно повлияют на деятельность бизнеса, но их недостаточно. Необходимо учитывать весь бизнес, а не только его отдельные сферы, считает президент ТПП Тамила Мерсхулава. На наш взгляд, необходимо сегодня предпринять меры, которые будут охватывать весь бизнес. Поэтому мы предлагаем в случае продления режима чрезвычайного положения и даже после его отмены сроком на 1 месяц освободить весь бизнес нашей республики от уплаты таможенных и налоговых платежей вплоть до временной отмены ввозного НДС. На наш взгляд, это очень важно для того, чтобы именно бизнесу продемонстрировать, что государство готово в тяжелую минуту подставить плечо и помочь бизнесу в будущем реанимировать свою предпринимательскую деятельность. Схожее мнение высказывает и председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии. Сейчас на грани полного кризиса находятся малый бизнес и микробизнес, подчеркивает Вячеслав Библая. В этих условиях бизнес несет очень колоссальные потери. Вот этот декрет, который был принят, подписан, по-моему, 2 числа, Валерий Рамшохович подписал. Декрет, он называется «Декрет о мерах помощи, оказания помощи предпринимателям». Он оказался немножечко половинчатый, то есть вот буквально под это дело попал только крупный предприниматель, а все остальные под нее не попали. Я считаю, что еще раз нужен большой комплекс мер для того, чтобы поддержать наших предпринимателей. Не только это, то есть я считаю, что нужны какие-то каникулы, налоговые, это обязательно. Выравнивать ситуацию с бизнесом Ассоциация предпринимателей планирует вплотную сотрудничать с Кабинетом министров. С пониманием относимся к этому ко всему. Просто есть сложности. Сложности опять-таки в том, что не все смогут выдержать сроки. То есть мы же не понимаем, когда это закончится. Да? Вот мы знаем, что сейчас продлили до 20 числа, не знаю, до конца месяца, а может еще месяц протянет. То есть не все смогут вытянуть. То есть мы же должны содержать еще своих работников. То есть мы вынуждены платить заработную плату. Это все очень сложно. В правительстве также издали постановление об освобождении уплаты ввозной таможенной пошлины отдельных видов продовольственных товаров первой необходимости и медикаментов. В таможенном комитете рассказали, что предполагаемые убытки по данной статье в рамках апреля составят около 9 миллионов рублей. Однако специалисты считают эту сумму некритической. Постановление о временном освобождении определенных групп товаров от уплаты таможенной пошлины. Речь идет о продовольственных товарах и медикаментах. Существенно на результаты работы Министерства по налогам и сборам, на суммы налогов, администрируемые Министерством по налогам и сборам, не повлияет. К слову, в месяц в республику из России завозится продуктов питания на сумму около 350 миллионов рублей. Ввозная пошлина на большую часть из них составляет 1% от таможенной стоимости товара. Подсчитать все убытки по поступлениям в государственную казну более точно можно будет по окончанию действия чрезвычайного положения.
Амелия Бисмарк, Саид Барчин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.